بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья и сестры. Альхамдулиллах, Аллах Субхану дает нам возможность дальше преподавать уроки по толкованию Корана. Всем зрителям дает возможность услышать. И иншаллах, пускай Аллах Субхану даст нам всем возможность соблюдать все эти аяты наставления Всевышнего Аллаха Субхану. Ведь Коран это слова Всевышнего Аллаха Субхану. И мы должны воплощать в жизнь все веления Аллаха Субхану посредством его посланника, который нам показал своей жизнью, каким должен быть человек. Как говорится про посланника Аллаха, то, что он был живым Кораном. То есть вся суть Корана была в жизни посланника Аллаха, чтобы мы также, уважаемые братья и сестры, воплотили все веления Всевышнего Аллаха в свою жизнь. Продолжая наши уроки, мы дошли до 40-го аята сура Аль-Бакара. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. О потомки Израиля, то есть Якуб алейхиссалям, помните о милости, которую я оказал вам, будьте верны договору со мной, и я буду верен договору с вами, меня одного бойтесь. До переселения из Мекки в Медину посланник Аллаха в основном сталкивался с язычниками. И поэтому в мекканских аятах, как мы раньше уже говорили, больше призывов к единобожию таухиду и порицания многобожия ширк. После хиджры мусульмане они столкнулись в своей повседневной жизни уже с иудеями, христианами также, которые в массе они не приняли призыв посланника Аллаха. И в этот период не спасается аяты с упоминанием пророков дома Исраилева. В них говорится, что религия всех пророков это одна. И что пророк Мухаммад, венец пророческой миссии, является печатью всех пророков, то есть самым последним пророком. Израиль, это Якуб, второе это его имя. Иудеи являются его потомками. Иудеи, уважаемые братья, как некоторые думают, то, что все иудеи прокляты. Но иудей это тоже нация, уважаемые братья. Не только религия, но и нация. Евреи, иудеи это нация, вот как и кыргызы наши, уважаемые братья. Поэтому есть среди них, которые уверовали, следуют истинной вере, а есть те, которые отказались. Но так как они в основном отказались, вот из-за этого и про них говорится в коранических аятах, то, что они отказались от истины. Слово происходит от еврейского слова. Слово Исраиль. Исра означает раб. Исра. А Иль означает Бог. То есть раб Бога. Это как бы с арабского языка Абдуллах. Раб Аллаха. Вот такое же значение имеет слово Исраиль. Это было одно из имен Якуб алейхиссалям, который является, уважаемые братья, тоже пророком, явившийся из иудеев, уважаемые братья. Якуб алейхиссалям, он был сыном Исхака алейхиссалям, который тоже был пророком, а тот, в свою очередь, был сыном Ибрахима алейхиссалям. Ибрахим алейхиссалям был сын Исхака алейхиссалям и Исмаиля алейхиссалям. От Исмаиля алейхиссалям в итоге произошли арабы, и, то есть наш пророк алейхиссалям является потомком. От Исхака алейхиссалям родился Якуб. То есть отец Ибрахим, у него сын Исхак, его сын Якуб. А его сын является Юсуф алейхиссалям. То есть 4 сына и отца, которые все являются пророками. Это Юсуф алейхиссалям, его отец Якуб алейхиссалям, его отец Исхак алейхиссалям, а его отец в свое время является Ибрахим алейхиссалям, уважаемые братья. То есть какое благо это. То есть все семьи, 4 поколения являются пророками. В самом факте обращения к ним, к иудеям, по имени их праведного предка заложен призыв к иудеям быть подобными этому великому пророку Якубу алейхиссалям, который всегда принимал истину от Всевышнего Аллаха. Помните о милости, которую оказал я вам, о иудеи, о спасении из египетского рабства, то есть от фараона, Фирауна. Всевышний Аллах
говорит в другом аяте. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. Это сура, уважаемые братья, в этих аятах говорится: «И сказал Муса своему народу: о мой народ, помните о милости Аллаха к вам, который выбрал среди вас пророков, сделал вас царями, избавил вас от рабства и гнета фараона, сделал свободными и дал вам то, чего не давал в то время никому из миров, людей и джиннов, различные блага, вроде чудесной пищи». Знаете, иудеям, да, была дана манна небесная в пустыне, и великих пророков и царей. Также то, что их одежда, они рождались со своей одеждой, которую не нужно было стирать, которая росла вместе с ребенком. Вот такие блага чудесные, уважаемые братья, были даны народу Израиля, то есть евреям, иудеям. И Аллах Субхану им напоминает то, что эти блага были вам даны от Аллаха Субхану. Всевышний Аллах выделил иудеев тем, что послал к ним множество пророков. Из их же народа даровал им царей, имена которых известны до сих пор, а также тем, что они первыми из множества народов должны были принять пророческую миссию посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть нашего пророка они должны были принять в первую очередь, нежели другие. Будьте верны договору со мной, приняв ислам и уверовав Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как пророка, потому что его качества описывались в их священных книгах. И я буду верен договору с вами, даровав вам рай. То есть Аллах Субхану обещал им, что райские наслаждения, если они уверуют в пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям и последуют за ним, как описывалось в их священных книгах. Следующий аят нам гласит: «А'уду биллахи мин шайтани раджим. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون». صدق الله العظيم. Поверьте в то, что я не спаслал, как подтверждение того, что есть у вас. То есть в Торат, который подтверждает Коран, уважаемые братья. И не будьте первыми неверующими в Коран. Не продавайте мои знамения за ничтожную цену, и меня одного остерегайтесь. Какие глубокие слова, уважаемые братья. Поверьте в то, что я не спаслал. Все еще Аллах в этом аяте говорит. То есть Коран, который был неспослан, который Аллах не спаслал посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь Коран подтверждает то, что написано в Торате, поскольку о качестве посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорились в их писаниях, в Торате, Забуре и Инжиле. Что придет последний пророк, он будет таким-то из какой-то семьи, у него будет печать на спине, он будет такого нрава, то, что он не будет брать садака, но будет брать хадия, например. Да? Он будет терпеливым, таким-то, отца его звать вот таким. То есть все описания посланника Аллаха, все его качества говорились в их священных книгах. Но, увы, они от этого отказались. И не будьте первыми неверующими в это, в аяте сказано. Ибн Аббас радиллаху анху сказал: не становитесь первыми, кто не верит в Коран, при том, что у вас есть знание об истинности этого откровения, что Коран — это слова Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля, которого нет у других людей. То есть у мекканских язычников такого знания не было, но у иудеев было то, что последний пророк будет именно обладать такими качествами. Некоторые сказали, что местоимение в слове «первым неверующим» то есть в это имеется в виду, да, относится пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда смысл будет такой: не становитесь первыми неверующими Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, тогда как у вас есть знание о его приходе и о его качествах. Вот такое значение. И существует второе мнение. Первое мнение, что местоимение относится к Корану, предпочел Ибн Джарир ат-Табари, рахимахуллах, но оба толкования допустимы, потому что в неверие пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, означает неверие в Коран, а в неверие в Коран означает неверие в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А оба подтверждают друг друга. Еще одно мнение заключается в том, что в аяте «и не будьте первыми неверующими в это»
имейте в виду, не становитесь первыми неверующими из числа обладателей Писания или из числа евреев. То есть они оказались действительно первыми из числа евреев, иудеев, которые отказались от истины, не уверовав, не последовав за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Также сказано: не продавайте мои знамения за ничтожную цену, отвергая веру Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и Коран из-за страсти и любви к мирским благам. У Хасана аль-Басри, рахимахумуллах, спросили о смысле слов «за ничтожную цену». Он ответил, то, что это земная жизнь, дунья и его наслаждение. То есть обменивая, они буквально брали земную жизнь, дунья, его наслаждение, и продавали аяты священные от Аллаха. Иудейские ученые взимали дань с простого народа обычно. Они побоялись, что если они подтвердят истинность пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и народ последует за ним, за пророком Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то они лишатся этой дани, и они скрыли истину. Они буквально боясь потерять эту дань, которую они брали с людей, они променяли истину, скрыли истину, что пророк Мухаммад является последним пророком. Меня одного остерегайтесь, потому что именно Аллах будет спрашивать с вас за ваше неверие. То есть спрос перед Аллахом Та'аля непременно будет. Следующий аят. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. И не смешивайте истину с ложью, сознательно скрывая истину. И не смешивайте истину с ложью, сознательно скрывая истину. Всевышний Аллах запретил две вещи: искажение правды и ее сокрытие. Сокрытие правды. Так иудеи, зная о приходе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, зная о его качествах, описанных в их книгах, и испытав его вопросом, на которые могут ответить только пророки, все равно продолжали утверждать, что их привычное убеждение — это истина, а не хотели принимать призыв посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Если к ним подходил человек, который, услышавший об истинном пророке и знающий доводы, то есть уже разумный человек, иначе говоря, ученый среди иудеев, чтобы удостовериться в правильности своей информации, то они искажали правду, приводя ложные контраргументы. А если приходил невежда и спрашивал, если доказательства истинности пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то они скрывали от него доводы. Вот таким образом иудеи сокрыли то, что пришел последний посланник, и мы должны за ним последовать. И до сих пор, до сегодняшнего дня, иудеи стараются жить этим путем. Следующий аят. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Полноценно совершайте намаз, выплачивайте закат и кланяйтесь вместе с кланяющимися. То есть совершайте намаз с джамаатом. Имейте в виду, примите посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как пророка, и совершайте намаз с ним и его сподвижниками, и отдавайте ему закат. То есть они раньше брали дань у своего народа, а теперь же им нужно будет выплачивать закат посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который в свою очередь раздавал это все неимущим, бедным. В их молитве отсутствовал поясной поклон. У иудеев не было поясного поклона, руку. Аллах велит им совершать молитву мусульман, где есть поясной поклон, приняв пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пророком, уважаемые братья. На этом мы закончим наш короткий урок, уважаемые братья. Следующий урок также идет обращение к иудеям. Эти качества, это обращение, уважаемые братья, они также тоже нам причастны. То есть, обращаясь к иудеям, Аллах Субхану также Он напоминает и нам, то, что если мы последуем путем иудеев, то мы непременно заблудимся, то мы лишь найдем недовольство Всевышнего Аллаха Субхану. И нас коснется гнев Аллаха Субхану. Потому что каждый верующий каждый день 32 раза, 32 ракатов намазов, это считать 12 ракатов сунната и 20 ракатов. 3 раката ваджиба и 17 фарзов. В общем, 32 раката. Мы читаем суру Аль-Фатиха, где говорится: «Ихдинас сирата аль-мустаким», «О Аллах, веди нас прямым путем». «Сирата аллазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валяддаллин», путем тех, кого ты облагодетельствовал, не путем тех, на кого пал гнев и не заблудших. То есть путь тех, на кого пал гнев Аллах, это путь иудеев.
И мы просим Аллаха: о Аллах, не веди нас путем иудеев. Также не веди нас путем христиан, уважаемые братья, которые они заблудились, считая Иисуса, Иса алейхиссалям, Иса ибн Марьям, сыном Божьим, либо Богом в обличии человека. Поэтому пускай Аллах субхану упасет нас от этих двух путей, от пути заблуждения и от пути гнева Аллаха субхану, а нас ведет прямым путем, путем тех, кого облагодетельствовал Аллах субхану, то есть путем сподвижников, путем пророков. Субханика Аллахумма бихамдика, нашхаду ан ла иляха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.